Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России обсуждают в эти дни на 3-й международной конференции энергетиков. Речь идет о решении вопросов, связанных с российским и международным опытом реализации проектов возобновляемых источников энергии, также об особенностях эксплуатации энергообъектов. Кроме того, в рамках конференции глава республики Егор Борисов подписал соглашение с генеральным директором РАО «Энергетические системы Востока» Сергеем Толстогузовым. Все подробности у Сергея Алексеева. Как отметил один из организаторов масштабного мероприятия, заместитель генерального директора РАО «С-Востока» Алексей Каплун, если предыдущие встречи носили научный характер, то в этом году конференция стала научно-практической. Если раньше мы говорили то, что мы собираемся делать, то сейчас мы уже фактически докладываем о том, что сделано. То есть есть уже конкретные проекты, вы знаете, мы запустили Батагайскую станцию 1 мегаватт, есть другие интересные проекты. У наших коллег, у партнеров есть достаточно много таких занимательных вещей. В рамках мероприятия состоялась уже традиционная выставка источников альтернативной энергетики, на которой представили разработки якутских специалистов и их коллег из регионов Дальнего Востока. Здесь представлены солнечные станции и портативные солнечные станции, которые предназначены для, будем говорить, можно с помощью их, предположим, вскипятить чайник, посмотреть, так сказать, телевизор, зарядить ноутбук и так далее. Мощностью 1 киловатт. И дальше станция мощностью 5 киловатт. Солнечная станция. Здесь представлена экспозиция, так называемый трекер, который следит за положением Солнца. С выставки начал свой визит на конференцию глава республики Егор Борисов. Он осмотрел ряд представленных экспонатов, в том числе и один из самых оригинальных. А на каждом велосипедике видна лампочка, они зажигаются как раз тогда, показывают, что велосипед генерирует ток. И в том числе здесь вечером, когда люди будут садиться, будет очень красиво. Далее Егор Борисов подписал 3 соглашения с генеральным директором РАО «Энергетические системы Востока» Сергеем Толстогузовым о сотрудничестве между правительством республики и энергетической компанией. Согласно подписанным документам, правительство ежегодно будет перечислять по 300 миллионов рублей на строительство и реконструкцию электростанций в Момском, Булунском и Верхоянском районах. Кроме того, под крыло Якутскэнерго перейдут ряд бесхозных объектов энергетики. 3-е соглашение связано со строительством главного объекта столицы Якутии – Якутская ГРЭС-2. По нему республика перечислит 1 миллиард рублей на его строительство. Якутский ГРЭС, который сегодня действует, во-первых, работает несколько десятков лет. Во-вторых, он оказался в центре города Якутска. В-третьих, идет определенный износ. В-четвертых, речь идет о обеспечении энергобезопасности центральной группы районов. В связи с этим решением руководства страны, в том числе Русгидро, РАО «С-Востока», было принято решение строительства Якутской ГРЭС-2, которые в ближайшие годы должны закончить. Год назад РАО «С-Востока» подписали соглашение по Батагаю, и вот итогом работы стала новая станция, которая, вероятно, еще и войдет в книгу рекордов Гиннесса. В крупной энергетической компании ожидают, что через год на следующей конференции смогут похвастаться практическими результатами реализации проектов в 3 районах по соглашению, подписанному сегодня. Сергей Алексеев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.